Прекрасная древняя страна, расположенная среди гор и морских прибрежных долин, о ней, покрытой густыми лесами и цветущими альпийскими лугами, вскоре детально поведает физико-географический атлас, подготовленный по итогам совместных исследований абхазских и российских ученых. Президент Абхазского географического общества, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ливард Барциц говорит, что для успешного развития республики, в особенности в сфере социально-экономической, необходимо детальное исследование географии нашей страны, глубокое и обоснованное понимание особенностей природы и геологии солнечного Черноморского курорта. Для реализации данной цели при Институте Академии наук разработан ряд совместных с Абхазским географическим сообществом проектов. И один из таких направлений является региональное географическое исследование Абхазии. Это впервые, мы такую работу проводим. Но для того, чтобы провести такую работу, для того, чтобы анализировать, там речь идет о геологии, геоморфологии, геотектонике, гидрогеологии, климатологии. Вот даже можно долго перечислять. У нас недостаточно, надо признать, специалистов. И для решения этих и других вопросов мы обратились к нашим коллегам, к нашим друзьям Российской Федерации за помощью. И они любезно согласились, вот прежде всего, то, что это Воронежский государственный университет, Российское геологическое общество Воронежского отделения, даже и само там Российской Федерации. Российские коллеги согласились оказать всяческую помощь не только с анализом итогов масштабных многоэтапных исследований, начавшихся давным-давно, но и принимали активное участие в полевых работах. В частности, мы занимались в региональном плане, это юго-восточная часть Абхазии. Наиболее малые исследования, наиболее проблематичный регион. Мы составили вот такую монографию, вот физико-географическое описание с элементами экономики тоже. Помимо этого, с их помощью впервые мы подготовили топографическую карту, очень крупномасштабную карту. Мы составили почвенную карту. Совместная деятельность научных обществ началась еще несколько лет назад, а в 2022 году было заключено соглашение, благодаря которому двустороннее сотрудничество вышло на новый, куда более перспективный уровень. Это первый этап. У нас уже, как сказал, тоже есть результаты. Но самое интересное, вот приехал Василий Митрофанович, вот здесь мы обсуждаем не только сегодняшний вопрос, это лучше он понимает, знает то, что он даже не с пустыми руками приехал, то есть в смысле интеллектуальным, с рядом предложений, которые в перспективе. То есть мы здесь заложили очень, на мой взгляд, очень серьезную основу, фундамент для перспективного совместного исследования географии Абхазии. Долгая исследовательская работа, проведенная в Юго-Восточной Абхазии, требовала, естественно, глубокого анализа и подведения итогов. Именно для этого в Абхазию прибыл академик, доктор географических наук, член Русского географического общества, профессор Воронежского госуниверситета Василий Умывакин. Ливардом Катовичем проделана очень большая работа. Фактически уже есть вариант атласа, физико-географического атласа Абхазии. Такая вещь, которая необходима, скажем, для разработки программы устойчивого развития, то есть устойчивость понимается экологическая сбалансированность и социально-экономическое развитие. Обширный атлас будет издан в Воронежском госуниверситете для массового распространения по Абхазии. На данный момент уже готов совместный календарь двух научных обществ на 2025 год. Этот атлас будет издаваться в Воронежском университете. Физико-географический атлас, условное название, хотя он в более широком плане. Вот. Так что в ближайшее время, сейчас мы начнем обработку, редактирование материалов. Вот. И я думаю, в ближайшее время будет издано. Абхазское географическое общество проводило долгую работу по исследованию республики, начиная от минералов Абхазии. Благодаря заключенному соглашению и совместной деятельности с коллегами уже были сертифицированы минералы республики, а в перспективе не только издание атласа, но и разработка системы районирования, совместные публикации и многое другое. В перспективе намечается, заключение договора о сотрудничестве между Воронежским университетом, Абхазским университетом и Абхазской академией наук.
Здесь можно говорить и в перспективе о создании совместной научно-исследовательской лаборатории. Здесь может быть достигнут так называемый системно-синергетический эффект, то, что было при СССР. То есть он так выражается на языке математики: 1 + 1 больше 2. Тем более, что у нас много технологий, в университете все-таки разработано. Активно ведется эта инновационная деятельность, разработка IT-технологий. Это дружеская, братская помощь России и Абхазии. На этой рамках мы работаем сегодня. Я надеюсь, что и в перспективе, что они продолжат это то, что оказывают помощь. Совместная исследовательская работа научно-географических сообществ России и Абхазии, по словам спикеров, обязательно продолжится и принесет по-настоящему важные для развития республики результаты. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение.